Дорогие наши зрители, сегодня я бы хотел представить будущую работу Национального театра в постановке великого немецкого драматурга Фридриха Шиллера. Называется пьеса «Коварство и любовь». В этом году мы надеемся, что, принимая участие в гранте главы республики по поддержке театрального искусства, мы хотели бы принять в этом большом театральном форуме участие с тем, чтобы рассказать нашему зрителю о том, как мы собираемся ставить этот спектакль. О чем этот спектакль? Великий Фридрих Шиллер в 1784 году написал эту пьесу. Вот уже много лет, десятков, прошло с тех пор, как Фридрих Шиллер, написав эту пьесу, сделал большой творческий вклад в развитие театрального искусства всего мирового пространства. И я думаю, что сегодня Национальный театр в полной мере может сегодня участвовать в этом мировом пространстве с тем, чтобы еще раз сказать, что мы готовы работать с нашим зрителем. Это не первое обращение к этому спектаклю. Это уже третье возвращение к спектаклю «Коварство и любовь». Великий учитель в Ленинграде, когда мы учились в Ленинградском театральном институте, у нас была постановка. Ставил спектакль замечательный советский, русский театральный гений Василий Васильевич Меркурьев. Сделав с ингушами дипломный спектакль, мы с этим спектаклем «Коварство и любовь» проработали в полной мере в Ленинграде, в Ленинградской области, выезжали, выступали и старались, и Василий Васильевич старался показать, что ингуши могут работать, они театральные люди, они способны вывести на новый театральный уровень. Позже, переехав в театр в город Грозный, мы вновь вернулись к пьесе «Коварство и любовь» уже в постановке Магомеда Цицкиева. Это третье, я думаю, подтверждение тому, что этот спектакль сегодня во многом говорит о тех проблемах, о той сложности жизни, в которой происходят все наши события. Подтверждается всеми действующими лицами. Все, что происходит в этой жизни, пьеса говорит об этом. Это интригующий спектакль, говорящий о коварстве. Само название спектакля «Коварство и любовь», говорящий о коварстве и любви. Говорится об интригах, которые привели к трагедии главных героев спектакля. Молодые люди. Луиза и Фердинанд. Богатый сын президента и бедная мещанка. Весь сюжет этого спектакля разворачивается в этих событиях. Конечно, Фридрих Шиллер писал пьесу, мне кажется, похожую на пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта». Мы привлекли к работе молодых актеров. Я очень хотел бы, чтобы в этой пьесе молодых актеров играли молодые актеры, молодая актриса. И я надеюсь, что если мы сможем победить на конкурсной основе, я думаю, что этот спектакль будет принадлежать нашей молодежи. Потому что основной зритель Республики Ингушетия – это молодежь. Сегодня как никогда нам нужна работа, особая работа, очень сложная работа с нашей молодежью. Они наши главные потенциальные зрители. Если есть зритель, значит есть и театр. Я думаю, что театр готов сегодня показать эту национальную мировую классику, доказав еще раз всему театральному миру, что ингушский театральный мир принадлежит всеобщему пространству театральному. Мы готовы сотрудничать со всеми творческими коллективами. Но наш национальный театр, я думаю, должен участвовать в этом проекте главы республики, с тем, чтобы показать в этикете, в интриге этого спектакля, разворачивающейся во всех сценах, показать форму той эпохи. Это очень интересно для ингушского зрителя. Возвращаясь к постановке этого спектакля, и декорации, и костюмы говорят о величии великого западного драматурга Фридриха Шиллера. Это очень полезно будет и нашим школам,
средним школам, образовательным, с тем, чтобы они могли воочию увидеть, посмотреть, как живут, как они жили, как происходили события того периода. Ну, я повторяюсь, наверное, сюжет уже говорит о любви и ненависти, о предательстве. Интрига очень сильно разворачивается по всему спектаклю. Я думаю, что зрители будут рады этой встрече. Мы очень надеемся на эту встречу. Я думаю, что это важный шаг и в постановке спектакля для актерского состава, для вспомогательных цехов. Очень хотелось бы, чтобы наш актерский состав всегда проходил определенные трудности. Работа над классикой, она требует большой ответственности, больших знаний, большого мастерства. Я думаю, что Национальный театр готов. Этому подтверждение и наши зрители, которые нас всегда поддерживали. Я думаю, что театральная общественность, я думаю, что мы все будем рады встрече с Фридрихом Шиллером, еще раз показав всему миру нашу форму ингушской театральности. Это важный шаг в становлении нашей театральной жизни, нашей театральной государственности. Театр всегда олицетворяет смысл, духовность своего народа. Я думаю, что мы сможем в полной мере исполнить эту задачу. Я думаю, что мы все будем рады встрече со зрителем. Всего хорошего.